Из-за холодной весны полевые работы начались немного позже, чем обычно. Посадили овощные культуры в середине апреля. И только сейчас аграрии начали собирать первый урожай. Поэтому цены выросли в среднем на 16%. Постепенно рынок заполняется новым урожаем. Уже нет такого ажиотажа, как был месяц назад. К примеру, как вы видите, моркови на рынке достаточно. Хочу вам сделать небольшой обзор цен, которые сейчас на оптовом рынке. Так, лук можно купить за 18 сомов. Крупный картофель за 35 сомов можно купить. Более средний картофель по 30 сомов. Немытая морковь от 40 сомов до 45 сомов. Мытая морковь от 40 до 50 сомов. Также держится цена на редьку и красную свеклу. Вот такой вот обзор цен сейчас на оптовом рынке. Сейчас рынок заполнен как местными, так и привозными овощами и фруктами. Овощи нам привозят, их выращивают здесь, в Чуйской области, в Александровке, Беловодском. Цены, конечно же, намного ниже, чем были месяц назад. Мы добавляем только 5 сомов, но многие покупатели все равно жалуются, что цена высокая. Снижение цен на социально значимые товары наблюдается и в крупных магазинах. Так, к примеру, в столичном гипермаркете килограмм моркови можно купить за 60 сомов, а картофель от 35 сомов. Снизилась цена на растительное масло и сахар. Сейчас сахар продаем по 55 сомов за килограмм. Овощи и фрукты в среднем подешевели на 15-20 сомов. Масло также упало в цене, стоит в среднем 120 сомов за литр. Аграрии начали сбор урожая, и рынок постепенно заполняется. Нехватки нет и ажиотажа, и цены стабилизируются. Один из факторов повлияло то, что у нас был экспорт, в основном этот в Казахстан и Россию. И в связи с увеличением экспорта у нас тоже начали цены повышаться. Это, насколько вы знаете, цены доходили до 100 сомов. А сейчас вот с учетом появления нового урожая и с учетом проведенной работы со стороны антимонопольного органа и территориальных подразделений, цены уже начали стабилизироваться. Тем временем перед аграриями стоит задача обеспечить продовольственную безопасность. В этом году площади посева овощных культур увеличились в 2 раза. Выращиванием овощей Гузеркан Баймырзаева занимается вот уже 15 лет. Это семейный бизнес, начиная с весны и до поздней осени. Живут и работают здесь на поле. Первый урожай начнут собирать в конце июля. Большую часть отправляют на рынок, а остальное продают прямо здесь. Мы в основном высадили здесь помидоры, ну и так понемногу перец, баклажаны, чеснок, различную зелень. Во время сбора урожая здесь и продаем. Многие уже нас знают и специально приезжают. По данным Минсельхоза, ежегодно площади под посевы увеличиваются, а неиспользованные пашни уменьшаются. Есть некоторые рекомендации для фермеров выращивать больше зерновых культур, а также сахарную свеклу, морковь и картофель. Аграрии ожидают хороший урожай, но главное, чтобы была соответствующая цена и возможность реализации как на внутреннем рынке, так и экспортировать в другие страны. Надежда Усова, Чингис Джумагулов, Ала-То 24.